Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о ситуации на региональном общественном телерадиовещателе ГРТ. Появляются новости и уже подтверждается информация, что ГРТ стал закупать контент у сторонних производителей, что само по себе не противоречит законодательству, но тут есть, что называется, нюанс. У каких сторонних производителей ГРТ стал закупать контент, в частности, у телеканала «Примул», который лишился лицензии, ну, в связи с явной, открытой, махровой пророссийской, прошоровской пропагандой. Плюс всплыла информация, что на самом телеканале практикуется цензура, и представители исполнительного комитета вмешиваются в редакционную политику. Не то чтобы это была новость, но есть уже заявление журналистов, которые работают в самом ГРТ. Вообще, что происходит на ГРТ, насколько это соответствует требованиям деонтологических норм и законодательства Республики Молдова и вообще стандартам и принципам свободной прессы, я предлагаю поговорить с нашим гостем сегодня в этой части выпуска, Петру Маковей, исполнительный директор Ассоциации независимой прессы. Петр, приветствую вас. Добрый день. Рады, что вы нашли время прийти к нам в эфир и прокомментировать. Давайте вот эти две большие темы, давайте попытаемся разобраться в них. Первое — это закупка контента региональным общественным телерадиовещателем у сторонних производителей, в частности, у канала «Приму». Мы видим, что продукты, которые производятся каналом «Примул», теперь появляются на канале ГРТ. Насколько это вообще нормально, с вашей точки зрения? Ну, абсолютно нормально, что одна телекомпания закупает продукт, который делают сторонние производители. То есть с точки зрения закона и с деонтологической точки зрения это вполне нормально, как бы сказали чуть ранее. Более того, вошло в действие статья Кодекса о телевидении и радио, которая обязывает радиовещателей закупать у национальных производителей контент. И тот факт, что в случае ГРТ они закупают у производителей в Молдове, это нормально, но опять же, если не учитывать эти нюансы, о которых вы говорили, а именно то, что закупается контент определенного политического ракурса, который является в большей степени пропагандистским, чем информационным, и, соответственно, тут возникают вопросы деонтологического характера, потому что все эти программы, я смотрел некоторые из передач, которые были на телевидении ГРТ, не являясь контентом общественного регионального радиовещателя, они нарушают основные нормы деонтологического кодекса и, соответственно, при мониторинге ГРТ, опять же, ни в коем случае ГРТ не сможет сказать, что это не наш продукт, мы его закупили и поставили в эфир. Нет, с момента закупки это является как бы собственностью телеканала, и он отвечает по всей строгости закона за соблюдение статей Кодекса телевидения и радио в отношении этого продукта. Я уже не говорю о деонтологическом аспекте проблемы, потому что если смотреть на эти передачи, то понимаешь, что они нарушают основные статьи деонтологического кодекса журналиста, которые связаны с равноудаленным представлением информации, с предоставлением права на реплику относительно тех заявлений, которые делаются, и тех каких-то политических обвинений, которые проходят в эфир. С этой точки зрения, конечно же, они являются, как в румынском языке говорят, дефицитар. То есть есть большая проблема и отсутствует, абсолютно точно можно сказать, что эти материалы, закупленные ГРТ у сторонних производителей, не соответствуют деонтологическим нормам. И с этой точки зрения я еще один раз выражу свое удивление бездействием наблюдательного совета, потому что даже если ГРТ
по решению менеджмента этой компании решил закупить какие-то продукты у сторонних производителей, а наблюдательный совет именно поэтому назначен, в том числе по местному закону о телевидении и радио, за тем, чтобы следить за контентом телевидения, которое содержится на публичные деньги. С этой точки зрения, опять же, наблюдательный совет ГРТ бездействует или, наоборот, напротив, поддерживает решение менеджмента ГРТ давать в эфир явно пропагандистского типа материала или материалы, которые не соответствуют основным статьям деонтологического кодекса, да и законодательства в том числе. Хорошо, а вы когда говорите, что этот контент не соответствует, да, еще один, перед тем, как вы говорите, что оно не соответствует деонтологическим нормам, нету второй стороны, нет права реплики, как бы, да, то есть как вы пришли к этому выводу, если мы говорим конкретно об этих продуктах, которые ГРТ закупает, в частности, у бывшего, или не знаю, как его назвать, действующего канала Примул, который лишился лицензии, да, и как это можно предъявить ГРТ, скажем так, да, то есть как бы какова дальнейшая процедура, кто выявляет и кто может предъявить ГРТ, извините за такой сленг, несоблюдение деонтологических норм и норм законодательства? Общественная организация или Совет по телевидению и радио? Во-первых, я начну со второй части вашего вопроса. Любой телезритель Ага. из Гагаузии, и не только, может подать жалобу против ГРТ не только в Совет по телевидению и радио, который является регулятором на медийном рынке нашей страны и может за нарушение закона принудить, поставить к оплате, оштрафовать любое телевидение и любое радио. Также жалобу может подать, опять же, любой потребитель СМИ, если считает, что контент, который есть на этом телевидении или на любом другом телевидении, вообще на любом другом СМИ, люди могут подать жалобу и в Совет прессы, который не налагает штрафов, но может с деонтологической точки зрения дать экспертизу, насколько тот или иной материал соответствует нормам этического кодекса журналиста Республики Молдова. Относительно того, как все это определяется, опять же, все это основывается на нормах деонтологии. Кстати, Кодекс о телевидении и радио Республики Молдова является очень хорошим законом, в основе которого поставлены те же нормы деонтологии, которые есть в Кодексе о этике. Там прописано очень четко, в статье 13, по-моему, если мне не изменяет память, почему и как радиовещатели обязаны давать плюралистические материалы, давать равное эфирное время разным политическим игрокам и так далее, давать право на реплику, заниматься защитой прав несовершеннолетних. И опять же, если смотреть на контент, который производили ранее, сейчас запрещенные или временно приостановленные телевидения, которые ранее находились в холдингах Плохотнюка, сейчас в холдингах Шора, они очень часто нарушают основные права человека. Я сейчас уже не говорю строго о политических каких-то декларациях. Я говорю элементарно о правах ребенка. Допустим, и неоднократно были ситуации, когда контент этого, в данном случае Примул, Молдова или других телевидений, были жалобы относительно нарушения, допустим, к примеру, прав несовершеннолетних в этих передачах. И тот факт, что ГРТ почему-то решил закупить контент именно у этого производителя, конечно же, вызывает массу вопросов. И мне странно, Михаил, что мы с вами задаемся этими вопросами, а члены наблюдательного совета не задаются такими вопросами, а депутаты Народного собрания тоже смотрят на это, прикрывают глаза как бы на то, что происходит на ГРТ.
однозначно это не является выполнением миссии публичного телевидения со стороны ГРТ, и это вызывает обоснованную озабоченность у нас в Кишиневе, но я думаю, что в первую очередь это должно вызывать озабоченность местных политиков, местных деятелей и местных потребителей СМИ. Ну хорошо, давайте так. У меня такое ощущение, что Шор и холдинг Шора, вообще политическая организация Шора, нашла такую в медийном плане такую лазейку под названием Гагаузия. Как ни странно, да, это звучит. Лазейка в каком плане? Да? И его каналы практически лишились лицензии за нарушение тех самых деонтологических норм, о которых вы говорили в предыдущей части передачи. Да? Теперь у нас у всех была надежда, что последняя инстанция, которая может это все исправить, это Совет по телевидению и радио. Я не знаю, что будет делать Совет по телевидению и радио дальше, но тут такое ощущение, что с точки зрения закона у них вроде все, что называется, нормально. Да? То есть они закупают контент у журналистов. Почему задаются вопросы, почему именно у этих журналистов, а не других, это уже вопросы скорее больше к наблюдательному совету в управы и к финансовым органам. Но наблюдательный совет не собирается в это вмешиваться, Народное собрание тоже не собирается вмешиваться. Они в данном случае обеспечивают то самое политическое прикрытие для интересов Шора на этом телевидении. И сможет ли сделать что-то Совет по телевидению и радио, скажем так, большой вопрос в отношении ГРТ, который, напомню, в этом году получит, согласно бюджету, 10 миллионов лей из регионального бюджета Гагаузии, а по некоторым данным они планируют получить еще больше, в 2 раза больше, чем 10 миллионов. Вот что в этой ситуации делать? Если очевидно, что Народное собрание ничего не собирается делать, и наблюдательный совет тоже. СТР может что-то сделать Совет по телевидению и радио в этой ситуации? Во-первых, я не соглашусь с вами, что Шор воспользовался какой-то законодательной лазейкой. Нет, потому что мое убеждение состоит в том, что он поставил не на то, что у нас несовершенное законодательство, а на то, что кишиневские власти вряд ли станут до такой степени обострять отношения с камрадскими властями и с Народным собранием, чтобы предпринять какие-то меры к телевидению ГРТ. Да. Но когда Шор думал об этом, он скорее подразумевал, что Совет по телевидению и радио принимает какие-то указания со стороны властей, но это далеко не так. И я считаю, что действительно Совет по телевидению и радио Республики Молдова не только может, но и должен принять меры для того, чтобы контент, который предоставляется общественности Гагаузии на общественном телеканале, соответствовал нормам закона. Вы правильно сказали, я тоже это утверждал, что с точки зрения применения законодательства, скорее всего, вопросов не возникнет. Но путем мониторинга контента или соответствия этого контента, конечно же, Совет по телевидению и радио, повторюсь, не только может, но и обязан принять меры к тому, чтобы проверить, насколько это соответствует нормам закона, и если есть абсолютная убежденность на основе отчета о мониторинге, что нарушается закон, принять меры, которые предписаны законодательством. Конечно же, менеджмент ГРТ может закупить контент у этого производителя, но нужно понимать, почему он это сделал. И, скорее всего, и опять же, это проблема наблюдательного совета, потому что если завтра поменяется менеджмент на ГРТ и придет, допустим, ставленник какой-то другой партии или какого-то другого олигарха, то он, скорее всего, захочет покупать контент у другого производителя. Для того, чтобы избежать таких случаев, нужно, конечно же, думать об общественном интересе и разрабатывать регламенты, на основе которых общественный радиовещатель, каким является ГРТ, может делать процедуры какие-то. Они должны быть максимально транспарентны, с тем, чтобы всем было понятно, куда идут деньги.
Большая проблема в вашем регионе и в нашей стране в общем. Большая проблема, что люди очень мало интересуются, как используются их средства. В данном случае мы говорим о почти 100 миллионов леев из бюджета, извините, о почти 10 миллионов леев из бюджета, соответственно, жители автономии Да. должны понимать, что это их деньги. И, соответственно, что делается на их деньги, должно всех интересовать. Тот факт, что люди, как жители автономии, как бы находятся до сих пор в как сказать, в неведении относительно того, как используется и насколько прозрачно используются эти деньги, это большая проблема автономии, это огромная проблема исполкома, а ваш исполком, насколько я понимаю, только приветствует тот факт, что используются нетранспарентно какие-то деньги, напротив, общеизвестные ситуации, когда представители исполкома из средств непонятно откуда взятых, они представляли какие-то, делали какие-то пропагандистские мероприятия с тем, чтобы, опять же, удержать уровень поддержки со стороны жителей. Я бы сказал, что не приветствует, он является бенефициаром этой ситуации. То есть, как бы, да, исполкома имеется в виду политическое руководство, в частности, ШОР. Мы говорим о ШОРе сейчас, о группе ШОРа. Ну, хорошо, я понимаю, что это очень важно проговаривать, и это нужно говорить, что люди должны интересоваться, но мы же понимаем, что, как бы, гагаузское общество сейчас не в том состоянии, чтобы задавать эти вопросы. Ну, как бы, да, мы вопросы задаем, мы тоже часть гагаузского общества, но, опять же, насколько эта ситуация еще не дошла до того уровня, чтобы региональные власти рефлексировали по этому поводу, воспринимали чаяния людей, воспринимали возмущение людей и эти вопросы как руководство к действию. Мы видим, как ГРТ себя ведет, или наблюдательный совет себя ведет. Там редактор говорит, мы восполняем квоты по румыноязычному контенту, что вы от нас хотите, да, то есть как бы и мы сами решаем, у кого этот контент закупать. То есть с этой точки зрения там нет, мы понимаем, никаких процедур, они не могут объяснить, почему они закупили контент именно у этого производителя, а не у другого. И это уже вопрос мониторинга и аудита. И тут я так понимаю, что КСТР или СТР в эти вопросы уже вмешиваться не может. Он может вмешиваться только в вопросы относительно того, соблюдает закон ГРТ или не соблюдает. В части Да, с этой телевидения и точки радио. зрения Совет по телевидению и радио вряд ли может вмешаться. Но я хотел бы на вашу реплику ответить другой репликой, Михаил. Вы сказали, что гагаузское общество не готово к тому, чтобы требовать больше информации о том, как используются их деньги. Но я бы хотел знать, а когда гагаузское общество будет к этому готово? Мы говорим уже на протяжении последних 3 десятилетий о том, насколько важно, чтобы люди понимали и требовали отчетов бюджетным средствам. Мне кажется, что если не будет такого понимания со стороны граждан, то политики всегда смогут манипулировать ими за их же счет. Люди не будут понимать, что по большому счету их покупают за свои же деньги. За свои же деньги. И это, извините, это нужно себя не уважать, чтобы позволять любого рода политикам и представителям каких-то партий или чиновникам, чтобы они это делали, и потом еще нам же хвастались о том, что они это сделали. Мне кажется, это огромнейшая проблема для общества. Ну, это, да, и парадокс заключается в том, что все в Гагаузии, ну, не все, ну, как бы, да, те, кто голосовал за Шора, ожидали, что он принесет туда и будет вкладывать из того украденного миллиарда, а оказалось, что ничего он не вкладывает, он использует деньги региона для того, чтобы укреплять свою власть, как бы, да, в этом парадокс, и это очень показательно. Он использует ваш регион как форпост для того, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию в стране. И это уже ни для кого не является секретом. И я думаю, что большему количеству жителей гагаузской автономии это стало ясно. Но, к сожалению, это уже случилось после выборов. Да, да, это случилось после выборов. Хорошо, а вот еще один момент — это цензура, как бы, да, то есть появился недавно в интернете видеозапись, у нас буквально 2 минутки, полторы, Петру, да, то есть как бы, где журналист ГРТ говорит о том, что есть цензура. Ну, во-первых, не то чтобы руководство дает указания журналисту, что печатать, что не печатать, да, но есть, поступают какие-то
указания со стороны представителей исполнительной власти. Насколько это вообще допустимо в общественном телерадиовещателе? Однозначно это противозаконно, это является нарушением не только национальных и региональных законов, это является нарушением международных пониманий относительно того, как должны работать публичные средства массовой информации, в данном случае публичный радиовещатель. Напомню, цензура согласно Уголовному кодексу Республики Молдова – это уголовно наказуемое деяние. И мне бы очень хотелось, чтобы в нашей стране, потому что это не единичный, это не первый случай такого рода. При предыдущих властях тоже была ситуация, когда журналисты где-то там на кухне или в другом каком-то контексте, они говорили о том, что напрямую вмешивается в их журналистский продукт. А именно это является цензурой согласно закону, когда чиновник пытается вмешаться в редакционную политику определенного СМИ. Мне кажется, что пришло время к тому, чтобы такого рода случаи, они не только обсуждались, но чтобы и эта норма закона была применима в отношении тех, которые пытаются давать указания. Ценные, в кавычках, указания, которые дают представители исполкома для журналистов, они должны давать у себя на своих партийных каких-то мероприятиях, а ни в коем случае не вмешиваться в деятельность общественного регионального радиовещателя, который является независимым, должен быть независимым, а как гарант этой независимости должен быть наблюдательный совет. Но, к сожалению, в вашем случае круговая порука идет и в исполкоме, и в наблюдательном совете, и в менеджменте ГРТ сидят люди, большей частью, которые подчинены Шору, и мне не очень не хотелось бы думать о том, что редакционная политика ГРТ разрабатывается не в здании ГРТ и даже не в здании Народного собрания исполкома, а где-то в Израиле. Но ситуация складывается, то есть если смотреть по тому, во что превращается общественный радиовещатель ГРТ, скорее всего, это будет ТВ-6 номер 2. А ТВ-6, напомню, это телевидение, которое принадлежало и принадлежит до сих пор Илану Шору, в самом плохом понимании того, что может быть, что должно быть телевидением. Ситуация усугубляется в вашем случае тем, что речь-то идет об общественном радиовещании. Которое содержится на публичные деньги, да. И это, по большому счету, означает только то, что за публичные деньги Илан Шор будет промывать мозги жителям Гагаузии. И это очень прискорбно. Ну, фактически речь идет о захвате публичной собственности, скажем так, рейдерском захвате публичной Абсолютно собственности. точно. Господин Маковей, я благодарю, что вы нашли время прийти к нам и прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Всего доброго. Я бы хотел передать коллегам из общественного телевидения ГРТ, которые понимают, что то, чем они сейчас вынуждены заниматься, не является журналистикой как таковой. Коллеги, мы проявляем солидарность с вами, и мы хотим, чтобы вы об этом не молчали, потому что если вы будете продолжать выполнять указания, которые дают люди Шора из Народного собрания или из исполкома, это будет просто-напросто означать, что вы перестанете быть журналистами. Нужно понимать свою миссию, и понимать, что политики приходят и уходят, а репутация наша, как журналистов, и наших средств массовой информации, где мы работаем, должна консолидироваться и отвечать только публичному интересу, а не узкому интересу Шора или других политиков и их представителей. Господин Маковей, спасибо большое. Очень важное замечание, очень важный постскриптум. Спасибо большое. Всего доброго.